Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Итак, эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжается. Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что оставшийся час сегодняшнего вещания мы будем для вас транслировать в сети интернет. Увлекаем вас за собой на интернет-площадке. Я слежу за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. Также напомню, что мы выходим в эфир каждый день с 8:35 и с 18:30. Вы можете слышать нас еще и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Напомню также, что точно так же, как и во время, когда мы транслируемся на радиоволнах, вы можете звонить нам в нашу интернет-трансляцию по номеру телефона, тому же номеру телефона 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Крым в центре внимания. Говорим мы сегодня о меджлисе крымско-татарского народа, какую роль он сегодня играет в жизни Крыма, какую роль играл раньше. Говорим мы об этом не случайно, потому что в эти дни, в 1991 году заканчивалась сессия Курултая крымских татар, которая была восстановлена после очень долгого перерыва. Я говорю о работе Курултая. До этого он собирался в 1917 году. И тогда же был сформирован в 91-м национальный меджлис, который возглавил Мустафа Джемилев. Тогда же были утверждены национальный гимн и флаг. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами. 100 слов по теме. 30 июня 1991 года был сформирован меджлис крымско-татарского народа во главе с Мустафой Джемилевым. Решение об этом принято на первой сессии второго Курултая Национального съезда крымских татар в уже суверенной Украине. Изначально меджлис состоял из 33 человек. Заместителем главы национального органа избрали Рифата Чубарова. А уже 6 июля в том же году прошло первое заседание меджлиса крымско-татарского народа, на котором была утверждена его структура. Второй Курултай продолжил демократические традиции крымских татар. Первый Курултай прошел в ноябре 1917 года. Тогда крымские татары избрали национальное правительство. В интервью «Крым Реалии» замглавы меджлиса Ильми Умеров поделился воспоминаниями о Курултае 1991 года. День за днем, неделя за неделей готовили документы Курултая. И они жили у меня дома, поэтому я знаю, как это происходило. Я был занят изданием газеты, мы освещали на страницах газеты всю подготовку этого Курултая. И у меня на глазах и в какой-то степени с моим участием все это происходило. Основной целью созванного второго Курултая была консолидация крымско-татарского народа. Избранные делегаты представляли весь спектр мнений в крымско-татарском национальном движении. Его лидеры приняли декларацию о национальном суверенитете, постановление о национальном флаге и национальном гимне крымско-татарского народа, постановление о переходе на латинскую графику. Во время революции достоинства меджлис официально потребовал немедленной отставки правительства и проведения внеочередных выборов Верховной Рады. В Киев отправились несколько сотен крымских татар для участия в акциях протеста. В частности, президент Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров, который в декабре 2013 года выступил со сцены Євромайдана. Горжуся тим, що ми разом тут виборюємо таку державу, в якій будуть гідні умови і гідні права для всіх, хто тут
живе. Также Чубаров одним из первых политиков открыто заявил о подготовке в Крыму референдума о присоединении к России при поддержке властей соседнего государства. Меджлис активно сопротивлялся оккупации Крыма Россией. Через 2 года Кремль объявил организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Крымские татары считают это преследованием и ограничением прав коренного народа Крыма, поэтому подали иск в Европейский суд по правам человека. Въезд на аннексированный полуостров Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову запрещен. 100 слов по теме. Также напомню, что уже более года Меджлис крымско-татарского народа работает в чрезвычайном режиме. Это связано и с тем давлением, которое оказывает оккупационная власть на этот представительский орган крымско-татарского народа, и с тем, что въезд Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову на аннексированный полуостров запрещен. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Говорим мы сегодня о роли Меджлиса в жизни Крыма, о роли Меджлиса крымско-татарского народа в деоккупации Крыма. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные, анонимность, если она вам необходима, мы вам, конечно же, гарантируем. 8 800 10 06 926 для жителей материковой части страны. Телефон 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире главу Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины Рифата Чубарова. Рифат ага, доброе утро. Доброе утро. Да, и вот говоря о тех тенденциях, да, последнего времени, о том, что бросается в глаза, конечно же, нужно сказать о том, что совсем недавно отметили День флага крымско-татарского народа, День национального флага, и что в первую очередь заметно, что сейчас этот день отмечается во всех крупных городах Украины. Насколько вот повестка Крыма, да, она расширяется вместе вот с этими процессами для нашей страны? Вы знаете, что в украинском обществе и особенно в политикуме есть 2 таких подхода. Одни утверждают о том, что тема Крыма уходит или уже ушла на 2-й план, и она все больше и больше умалчивается. Второй подход о том, что тема Крыма удерживается в повестке дня, но необходимо больше ее актуализировать. С моей точки зрения, вот такое представление будет сохраняться, пока не будет на государственном уровне точно определена стратегия возвращения Крыма, стратегия деоккупации Крыма. Мы, Меджлис крымско-татарского народа, крымские татары, делаем все для того, чтобы тема Крыма сохранялась не только в жизни украинского общества, но, что чрезвычайно важно, в международной жизни. И вы знаете, что буквально вчера и позавчера в Страсбурге в рамках проведения очередной парламентской ассамблеи Совета Европы произошли несколько таких мероприятий, в которые были вовлечены сотни европейских политиков, а именно День Крыма и сайд-ивент с участием очевидцев оккупации и, самое главное, родственников политических заключенных. Но здесь еще очень важно, что если говорить о Дне национального флага, да, что в этот день над посольствами, представительствами нашей страны, Украины, да, в различных столицах стран мира поднимались также голубые флаги с тамгой. Для мировой общественности вот проблемы крымско-татарского народа, проблемы функционирования представительского органа крымских татар, Меджлиса, вот насколько они сейчас сильны, насколько они коррелируются с общей крымской темой? Все эти мероприятия, они действительно для всех нас, и не только для крымско-татар, чрезвычайно важны, потому что
на международном уровне актуализирует крымско-татарскую проблему. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание еще на одну сторону, реакция которой очень многое дает нам понять, насколько правильном направлении мы движемся. Я посмотрел вчера некоторые программы, пусть меня извинит ваш слушатель, российских телеканалов. И хочу сказать, что они теперь очень бурно, присущей им такой агрессивной манере, обсуждают именно крымскую и крымско-татарскую проблемы, в частности, готовящиеся нами изменения Конституции Украины в части крымско-татарской автономии. И та агрессия, которая проявляется в ходе этих передач, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Правда, надо отметить то, что российские пропагандисты пытаются использовать некоторых украинских политиков для того, чтобы осуществлять свою информационную атаку против темы переформатирования крымской автономии. И в частности, я обратил внимание, что они пытались опираться на суждения некоторых украинских депутатов, в частности, депутата от радикальной партии Мосійчука и депутата Чижмаря. Если говорить о демократических традициях крымско-татарского народа и о том, что сейчас происходит на оккупированной территории, да, где крымско-татарский народ попал под очень сильный удар, видимо, очень мешают как раз-таки демократические традиции самоуправления и мешает очень сильно право на реализацию себя, да, на своей исторической родине, право на самоопределение. Но однажды работа Курултая, да, была прервана на очень долгий период, на очень трагический период, в том числе в истории крымско-татарского народа, но все-таки, да, традиции были продолжены, они продолжаются и сейчас, несмотря на то, что Крым фактически оккупирован, и работа Меджлиса переведена, да, на чрезвычайный режим работы. Вот по вашему мнению, Рифат Ага, сколько продлится этот чрезвычайный режим, и есть ли на каком-то горизонте, да, то, как может развиваться эта ситуация, когда Меджлис снова сможет работать на территории Крымского полуострова? Вы абсолютно правы. Деятельность первого Курултая окончательно была разгромлена к весне 1918 года. Был расстрелян первый председатель Курултая Наман Челебеджихан. Большевиками были репрессированы многие деятели и делегаты Курултая крымско-татарского народа, и более 70 лет был перерыв. Но надо смотреть это в контексте всего того, что происходило в то время. Национальное возрождение и стремление обрести свою свободу тогда было присуще не только лишь крымско-татарскому народу, но и всем народам распадавшейся Российской империи. И, к великому сожалению, тогда разгромом и закончилось и национальное движение украинской нации, и крымско-татарского народа, и других народов, которые жили в той большой империи. Сегодня в современных условиях мы имеем совершенно иные обстоятельства. Сегодня большая Российская Федерация остается в изоляции, хотя и очень сильной в военном отношении выступает против практически всего цивилизованного мира. И под большим репрессиям, оказавшийся под большими репрессиями со стороны Российской Федерации, оказавшийся крымско-татарский народ, он пользуется сегодня поддержкой практически всего международного сообщества, то есть совершенно иные условия. И я уверен, что именно это
позволяет нам говорить о том, что в обозримое ближайшее время мы все с вами возвратимся в Крым, и деятельность Меджлиса крымскотатарского народа будет продолжена уже в деоккупированном Крыму. Ну вот то, что сейчас происходит на Крымском полуострове, я говорю об уголовном даже преследовании, политически мотивированном, я говорю о делах Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. В то же время, да, мы понимаем, что есть серьезная международная поддержка Меджлису крымско-татарского народа, но вот удается ли как-то защитить тех, кто оказался под ударом в Крыму, вот используя какие-то международные рычаги? Мы не можем, конечно, полностью отвести угрозу репрессиям со стороны оккупационной власти по отношению к членам Меджлиса крымско-татарского народа, активистам крымско-татарского национального движения. И поэтому продолжаются суды, и Ахтем Чийгоз находится уже 2,5 года в условиях лишения свободы, и около 2 десятков крымских татар ожидают суда также в условиях несвободы, но в то же время мы в состоянии вместе с крымско-татарской общественностью оказывать не только моральную поддержку этим людям, но поддержку их семьям, детям. Я думаю, что это не секрет. Мне не хотелось бы детально об этом всем говорить, поскольку нас слушают и в оккупированном Крыму, но могу заметить только то, что репрессии максимально консолидировали крымских татар, и все крымско-татарское сообщество и крымско-татарский народ очередной раз, пусть и по такому очень тяжелому случаю, но максимально мобилизовался. И все люди, которые сегодня под катком репрессий оккупантов, они чувствуют помощь. Когда мы говорим о демократических традициях, об истории демократических традиций, да, мы говорим в том числе и об уроках истории. Вот по вашему мнению, какой вывод не сделала оккупационная власть из исторического опыта, когда, ну, по сути, да, многие говорят о том, что это ошибка для самой оккупационной власти проводить какие-то репрессии против крымских татар и оказывать давление на Курултай и на Меджлис. В чем ошибка их? Я могу попытаться передать почти что теми же словами, которые мне сказали люди, которые общаются с политическими заключенными в собственно России, на материковой России, с людьми, которые сидят в тюрьмах российских и представляют не русский народ, а, скажем, народы Кавказа, там, дагестанцы, чечены, ингуши. Я встречался несколько дней назад с адвокатами, которые защищают этих людей, и они мне сказали, что их общение с представителями других народов, репрессируемых собственно России, позволяет им говорить то суждение, которое не стесняются озвучивать представители ФСБ. Они говорят о том, что они столкнулись с таким открытым, мощным сопротивлением репрессируемых крымских татар, которые они давно уже не отмечают в самой России. Об этом говорят и политзаключенные дагестанцы, чечены. Они говорят о том, что они утратили то единство между, собственно, своим народом и репрессируемыми семьями, и то, что они сейчас отмечают в Крыму со стороны крымских-татар, в общем, это позволяет им надеяться на то, что такое сопротивление возвратится и в их народах. ФСБ просто не учло о том, что крымские татары прошли очень большую жизненную, пусть и не по своей воле, политическую школу в условиях Советского Союза.
Спасибо, Рифат Ага. Я напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Напоминаю, что вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. Говорим мы сегодня о демократических традициях крымско-татарского народа, о той роли, которую играет Меджлис крымских татар в жизни Крыма сейчас, даже когда он вынужден работать в условиях чрезвычайной ситуации, в чрезвычайном режиме. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут также присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 044 490 29 05. Продолжим через несколько секунд. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 100,7 МГц. На сайте Крым Реалии. Итак, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона, и сейчас мы обсуждаем историю Меджлиса крымско-татарского народа, который был сформирован, да, вот в нынешнем виде как раз 30 июня 1991 года по завершению работы, возобновленной работы Курултая, крымско-татарского народа, который до этого открылся в 1917 году. Я приветствую в нашем эфире Заира Смедляева, главу Центрального избирательного комитета Курултая, крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Вопрос такой. Мы вот с Рифатом Чубаровым обсуждали, да, давление, которое оказывается на Меджлис, на членов Меджлиса на территории Крымского полуострова. Не пытались ли как-то взять под контроль, да, перед тем, как попытаться уничтожить Меджлис на территории Крыма, не пытались ли в Крыму взять работу этого представительского органа крымских татар под контроль? Ну, я скажу, в принципе, такие попытки были, так же, как и в 91 году, когда было заявление Крымского обкома о том, что это попытка создания параллельного органа власти, там еще такого типа было заявление. То же самое с приходом России на Крымский полуостров были попытки, скажем, поднять под себя Меджлис, его руководство. Когда это не увенчалось успехом, были приняты другие попытки провести Курултай и провести переформатирование Меджлиса. Однако и данные попытки не увенчались успехом. Там собирали подписи делегатов Курултая для созыва внеочередной сессии Курултая. Заявляли о том, что контрольный пакет чуть ли там не 200 голосов у них есть. Но, однако, они не смогли даже набрать и сотни для того, чтобы организовать созыв новой сессии Курултая и переизбрание нового состава Меджлиса. В определенный момент мы фиксировали, ну, достаточно серьезную тенденцию по замещению, да, всего, что было создано крымско-татарским народом и выдавлено из Крыма после оккупации, вот каким-то суррогатом. Я говорю сейчас, допустим, о том, как после того, как выдавили из Крыма телеканал АТР, в Крыму создали телеканал Милет, который полностью подконтролен оккупационному правительству. Не было ли планов, по вашим сведениям, созвать Курултай в Крыму, но только подконтрольный, и сделать что-то вроде альтернативного Меджлиса? Были такие попытки, была такая организация Крымбирлиги, в народе его называли Крымбитлига, и Тумер Немитулаев, который находится в розыске на территории Украины, бывший глава Енисейской райгосадминистрации, для того, чтобы, как говорится, уйти от преследования, решил уйти в политику. И он заявлял о том, что в 2015 году, потом в 2016 году, к концу года он выберет новых делегатов Курултая. 30 секунд у нас. И выберет новый состав Меджлиса. Точно так же были предложения мне возглавить их избирком и провести такие выборы. Ну что ж, да. Они не увенчались успехом, к
все нормально. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Обсуждали мы минувшие полчаса, какую роль играет Меджлис в жизни Крыма, в непростой странице историю, которую мы сейчас переживаем. Продолжим после выпуска новостей.